Aziz do'stlar, so'z O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Abdug'aniyevich Karimovga. Aziz vatandoshlar, muhtaram mehmonlar, do'stlar, barchangizni ulug' va muqaddas bayram O'zbekiston Respublikasining mustaqil kuni 1 yiliga bilan chin yuragimdan tabriklayman. Erk bayrami, ozodlik shodonasi xalqimizga qutlug' bo'lsin. Shu jonajon diyorimiz, vatanimiz, zaminimiz uchun butun borligimizni beramiz. Tanlagan yo'limizdan qaytmaymiz. Istiqlolimiz uchun butun hayotimizni millatimizga Tangrimiz ato qilgan oliyjanob fazilatlarimizni, fidoi mehnatimizni bag'ishlaymiz. Aziz do'stlar, hammamizni yuragimizda bo'lgan muqaddas odatlarimizni eslab, tilagimizni aytsam. Ilohim yurtimizga tinchlik, xotirjamlik, osoyishtalik, fayzu baraka ato qilsin. Balo qazodan asrasin. Farzandlarimizni, barcha ahli mu'minlarni, fuqarolarimizni baxtli, saodatli qilsin. Ularni ezgu niyatlariga yetkazsin. Mustaqilligimizga quvvat bersin. Yomon ko'zdan asrasin. Hammamiz birgalikda, ahillikda o'zligimizni namoyon etib, ota-bobolarimizning ruhini shod aylaylik. Ulug' va mo'tabar ishlarimizda Alloh taoloning o'zi madadkor bo'lg'ay. Yashasin milliy mustaqilligimiz, yashasin O'zbekiston istiqloli. Работал уже в Москве, я знал, что делается с Узбекистаном со стороны центрального правительства Советского Союза. С народом, вы понимаете, народом. Это была по существу травля народа. Это по существу был геноцид. И сегодня вспоминаю это с болью на душе. Я член Политбюро, приходил на заседание Политбюро, на узком заседании, и там 10-11 человек наш, закрытый. И Горбачев через день поднимает вопрос. В Узбекистане тот взяточник, в Узбекистане та коррупция, то другое. А Лихачев каждый раз вытаскивает список, что вот весь 20 человек из Рязани, из Брянска, из Орла, из Тамбова, из Ярославля, простых инструкторов райкомов или там работников исполкома посылают на должность руководителей районов, городов и областей. В таком тяжелейшем положении был Узбекистан. Ислам Каримов оказался человек, который поднялся и противостоял всему тому, той несправедливости еще во времена Советского Союза. И проявил мужество, и перед этим мужеством все отступили. Markaz yana xavotirga tushib qoldi. Mintaqamiz xalqlari o'rtasiga yana adovat urug'ini sepmoqchi bo'ldi. Qirg'izistonning O'sh viloyatida qardosh o'zbek va qirg'iz xalqlarini urushtirib qo'ymoqchi bo'lishdi. Ajratib tashla va boshqaraver usuli yana qo'llanildi. Ammo bu qora niyat ham amalga oshmadi. Adovat olovi yana vazminlik va bag'rikenglik bilan bostirildi. Без эмоций говорить об этом невозможно. Когда здесь, на границе с Киргизией, в Аше происходили трагические события, я трижды звонил Лукьяну, отсюда, из Ташкента. Я уже не буду называть других деятелей, Горбачева и других, к которым я лично обращался и просил, если хотите, умолял. Люди гибнут там. Кровь, которая завтра может взорвать всю Среднюю Азию. Помогите.
И что мы получали в ответ? Только мы сами здесь, узбеки и киргизы, решили эту проблему. Только разум, только благоразумие наших людей, нашего народа позволило предотвратить огромную катастрофу. Поэтому у меня одно только пожелание. Не надо мешать Узбекистану, не надо мешать другим республикам, которые строят свое будущее, мешать строить это будущее собственными руками. И Ислам Абдуганиевич это доказал в 90-м, 91-м годах. Он сыграл, я всегда это подчеркиваю, говорю, сыграл выдающуюся роль в ликвидации последствий Орской трагедии. И сегодня я считаю, что наши страны, Кыргызстан с Узбекистаном, имеют самые наилучшие отношения во всех отношениях. Я считаю, что это благодаря выдающемуся вкладу Ислама Абдуганиевича, о котором кыргызский народ всегда будет помнить, потому что иначе, знаете, Кыргызстан был бы, я это открыто скажу, отброшен на десятилетия назад. Есть какие-то звезды вообще, как люди, которым предначертано вести. Вот я к такой категории людей отношу президента вашего. Это, на мой взгляд, я убежден в этом, зная его, и могу сравнивать с другими. Это выдающаяся личность, которая уже сыграла, которая никогда не уйдет из истории узбекского народа, потому что он спас его от трагедии. И справедливо сказано в Талмуде, человек, спасший одну жизнь, спас мир, он спас 1000 жизней спас. И в Аше, и в Фергане, и в других местах. Этого никогда никому не дано забыть. Этого нельзя забывать, это история. Сегодня важно учесть, что одной из главных причин разжигания региональных и межнациональных противоречий на примере постсоветского пространства, наряду с рецидивами прошлого, зачастую является неравенство и бедственное положение людей, которые испытывают сегодня огромные лишения. Сегодня я хотел бы еще раз обратить внимание СБСЕ на положение дел в Таджикистане, многострадальному 5-миллионному населению которого без действенной международной гуманитарной помощи крайне трудно будет пережить наступившую зиму. Душанбе, поджоги, избиения, грабежи, бесчинство, убийство, разгул обезумевшей толпы в самом центре города. Предчувствия не обманули. Беда стучалась в городские ворота, в двери каждого дома. Слухами полнились рынки, очереди, предприятия, институты, школы. Беда все отчетливо обретала черты неотвратимости. Люди умирали за очередь на хлеб ежесуточно в городе Кулябе по 3-4 человека. И ждали. И ежедневно ждали. Молили Богу, молились, чтобы не портился погода. И ежесуточно из Термеза именно помощью многоуважаемого Ислама Абдуганиевича и народ Узбекистана было ежесуточно отправлено в Куляб 17 вертолетами мука. Вот дети считали, когда летели вертолеты, считали, если сегодня приземлится 17 вертолетов, то значит хлебзавод работает. То что они не умрут с голода. Prezident Islom Karimov Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining yuksak minbardan turib, hozir dunyoda sodir bo'layotgan voqealarga munosabatini bildirdi. O'zbekiston Markaziy Osiyoda xavfsizlik, barqarorlik va hamkorlik masalalari bo'yicha Birlashgan Millatlar Tashkilotining doimiy ishlovchi seminari chaqirilishini ayni muddao deb hisoblaydi. Tinchlik o'rnatilishida qadimiy an'analarga ega bo'lgan xalqaro hamkorlik va millatlararo totuvlik ruhi bilan yo'g'rilgan shahar sifatida Toshkent Birlashgan Millatlar Tashkilotining ana shunday seminari o'tkaziladigan joy bo'lishga tayyor. Aynan O'zbekiston tashabbusi bilan afg'on urushini tinch yo'llar bilan hal etishga qaratilgan 6+2 xalqaro guruhi tashkil etildi. Aynan O'zbekistonning sa'yi harakatlari bilan dunyo hamjamiyati Afg'oniston muammosiga jiddiy qaray boshladi.
O'zbekistonning afg'on muammosiga shunchalik jiddiyat bilan, xavotir bilan qarashi bejiz emas edi. Har qanday davlat rahbariyati qo'shni davlatlarning tinchligini o'ylaganida tabiiyki, o'z davlatining ham tinchligini ko'zlaydi. Bu tabiiy hol. O'zbekiston prezidenti ham mamlakat tinchligini o'yladi. Это благодаря его мудрой политике, так сказать, ему удалось вывести страну на такую высоту, без потрясений, без жертв, без кровопролития. Самые наисложнейшие O'zbekistonning bu o'rinda men o'zbek millatini nazarda tutmoqdaman. Taqdir o'zini shunday bir maromga burildiki, siyosiy seleksiya hodisasi sodir bo'ldi. Bu seleksiya siyosiy tarixiy sahnaga bir shaxsni olib keldi. U Islom Karimov edi. Ba'zida bitta odam irodasi va qat'iyati sabab o'zining millat oldidagi ahamiyati va missiyasini anglab yetgani holda uning taqdirida o'ta muhim va hal qiluvchi o'rin tutadi. Islom Karimov timsolidan shu voqea sodir bo'ldi. U bizning zamonaviy Turkiston tariximizda ulkan o'rin tutuvchi shaxsdir. O'zbek xalqi mana shunday ulug' rahbarga, ulug' yo'lboshchiga munosib edi. Matonatli, shijoatli, qo'rqmas, kelajagini oldindan ko'radigan, rejalarni aniq qilib belgilaydigan. Mana shu tinchlik, mana shu barqarorlik ertangi kunimizni himoya qilishga men jonimni berishga tayyorman. Bu qalbimdan, butun vujudimdan gapiradigan gap. Men shu bugundan e'tiboran 1-sentyabrni Jumhuriyatimizda Mustaqillik kuni umumxalq bayrami deb e'lon qilishni taklif qilaman. Karag'on yoshim ko'rkam